Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». С вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов, Айдын, а в нашей студии замечательный гость Василий Павлов. Василий Климович, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада, что вы в вашем плотном графике ректора Малой академии наук нашли время и пришли сегодня в нашу студию. И я очень рада, что вы пришли к нам именно сегодня, 15 сентября, потому что сегодня стартует открытие нового телерадиосезона программы «Якутск сегодня». И вы наш первый гость, и я счастлива, что так все сложилось. Поздравляю вас. Спасибо. С началом сезона. Спасибо. Я тоже вас поздравляю с началом нашего сезона, с началом осени, а наших слушателей и зрителей авансом вперед благодарю за ваше внимание. Надеюсь, вы будете с нами до конца сезона, и темы, которые мы будем обсуждать и предлагать, вам будут интересны. Но сегодняшняя тема, я думаю, она точно заинтересует многих из нас, потому что мы будем говорить о судьбе человека, который всю свою жизнь посвятил шагам в науку, и о том, как важно, чтобы была у ребенка поддержка в лице взрослых людей, которые его так сориентируют, услышат его, поймут, почувствуют его предназначение. Но начать я хочу с того, что вот осень, это какое-то время сбора урожая. И вот, может быть, вы расскажете, каким было лето у ректора Малой академии наук, каков урожай осенний ваш сегодня? Лето было очень насыщенное. Мы каждое лето, дети у нас занимаются наукой, очень интересные эксперименты, исследования. У нас проходят так называемые сетевые проекты. Это «Открой себя ученого», «Научное лето», «Сириус» у нас еще, И в каждом небольшом даже деревне где-то, так сказать, наши участники программ наших активно ведут исследовательскую деятельность, потому что лето — это всегда время открытий. И было мне так приятно этим летом, когда мы проводили так называемую межрегиональную школу исследовательскую. Мы проводим ее каждый год, и там очень высокий был уровень научных исследований, которые дети показали, так сказать. Они исследовали и различные ароматические вещества, которые находят в наших растениях, так сказать. Также исследовали и вечную мерзлоту, и как почва, и везде, и прочее, используя электронный микроскоп, используя все наши приборы, так сказать, флуоресцентную, спектроскопию, очень интересные инфракрасные исследования, и тоже спектрометрические. И это означает, что с каждым годом у людей, у наших юных исследователей все время, как говорится, находится и много новых хороших возможностей исследовать и также открывать что-то новое. И каждым разом я очень благодарен всем нашим экспертам, ученым, которые нам помогают, нашей замечательной школе, которая научная, которая есть в Якутии, особенно экспертов, ученых молодых из Северо-Восточного федерального университета, нашей академии наук. Мы очень рады, что живем в таком городе замечательном, где все здесь есть, так сказать, и наука, и молодые ученые, и есть что исследовать. Всегда интересно, потому что мы на самом сердце такой страны удивительной нашей, так сказать, это Восточная Сибирь, Якутия, здесь есть все, так сказать, среднее течение Лены. Это самое замечательное место для того, чтобы проводить исследования. И Малая академия наук находится прямо в такой замечательной долине Иркени, где раньше 560 миллионов лет возникла первая многоклеточная жизнь, появились первые многоклеточные организмы. Это период, который называется Кембрийским взрывом, и исследователи всего мира хотят приехать сюда, изучить его, и было бы замечательно здесь сделать такой международный, так сказать, и молодежный, скажем так, центр научных исследований как раз и этого периода, потому что у нас прямо на земле все это находится. И удивления так много, Всегда осень в этом плане интересна, потому что мы лето прошли замечательно, с многими открытиями, и время пришло собирать урожай, благодарить природу за то, что позволила нам за это короткое время так много интересного увидеть, услышать. Да, красота в глазах смотрящего. И меня удивляет то, что вот вроде бы лето — это же время для детей, такой отдых, да, а вы как-то умеете своих учеников настроить так, что им и летом интересно учиться, познавать этот мир. Это потому что вы сами были таким ребенком?
И, возможно, у вас есть какие-то ассоциации из детства с этими временами Да. года? Ну, лето действительно, я же вырос в далекой деревне, да, так сказать. В основном я проводил время в местности, которая называется Хоро, это в Сунтарском районе, село Эльгяй, недалеко находится село Хоро. Это вот древнее место моих предков, люди, которые прибыли где-то в 16 веке, да, так сказать, ну, считается где-то из территории современного Байкала. Они приехали туда из Тумкинской долины, и племя вот это называлось Хоро, харинцы, да, и наш предок Асхар, да, так сказать, Хоро, он как раз приехал на эту территорию замечательную, да, с очень красивой природой, с интересными лугами, да, так сказать, и он там обосновался. И как раз моя вот история начинается с того, что я каждое лето проводил там, у нас Саилык называется, да, так сказать, на месте летних пастбищ, да, так сказать, ухаживал за живностью и притом исследовал каждый день, вел там аккуратно дневники, то, что я видел, исследовал, да, так сказать, Это измерял сколько вам все. лет было? А я очень такой маленький, да, был, и, ну, в 5-летнем, 6-летнем возрасте я начал уже активно все это вести, такие наблюдения, да, так сказать, что я вижу, да, например, это очень интересно, какое время там появляется гнус, например, да, комары и прочее. Я же очень хотел узнать, да, откуда так много у нас комаров, допустим. В 5 лет вы уже умели читать и писать, значит? Да, потому что я начал читать в очень раннем возрасте, а это было очень хорошо, потому что я воспитывался у дедушки с бабушкой, абсолютно замечательных людей. Дедушка Иван Степанович, он был инвалидом войны, безрукий, ну, у него не было правой руки, очень много ранений он получил, но герой такой полный, ну, кавалер орденов славы, да, так сказать, и Красного Знамени, и сам он был учителем, потому что он учителем был и по призванию, очень много учился, да, так сказать, один из первых выпускников как раз нашего вот этого университета, получается, когда он был еще пединститутом, да, когда вот перевели то отделение педагогическое из Иркутского университета. Раньше вот было так, что у нас же не было места, где высшее образование, да, так сказать, люди ездили в Иркутск учиться. Да? И я помню, как вот мне бабушка рассказывала, и дедушка тоже, как его родители собирали деньги, чтобы отправить их в Иркутск на то, чтобы открыли университет. Они где-то полвека собирали эти деньги, да, так сказать, больше 50 лет отправляли все это в Иркутск и никак университет не открывали. Но потом в 1919 году, благодаря решению еще тогда Временного правительства в начале, да, потом это подтвердил Колчак, открыли в Иркутске университет. И очень многие люди в Якутии обрадовались очень сильно, что поедут туда учиться. Наконец-то у нас есть свой университет. И ваш дедушка был в их числе? Ну, естественно, он очень хотел учиться и прочее. На самом-то деле он должен был пойти учиться, да, так сказать. Он же у меня, значит, был в церковно-приходской школе. После этого, значит, путь такой был. Он очень хотел учиться, у него была мечта большая, да, так сказать, поступить в гимназию в Иркутске. Но 14-й год, война началась, гимназию закрыли, сделали там госпиталь в Иркутске. Да, вот такая немножко сложности, да, возникли жизненные, но у него все время была мечта, вот в конце жизни он мне рассказывал, да, так сказать, очень хотел там учиться в гимназии, потом поехать учиться за границей в Сорбонну, например, да, так сказать, это его была большая мечта, он очень любил французскую литературу, по-французски любил читать стихи, вообще очень в детстве я очень рад тому, что и бабушка с дедушкой мне очень сильно помогали. Дело в том, что вот бабушка постоянно меня сажала себе на колени и доставала журнал «Огонек». Да, и рассказывал, кто это, да, так сказать, как их зовут, там, и читала как раз. И у нас были подшивки журнала «Огонек» еще и дореволюционные там. Это совершенно замечательный журнал, и я все время любил это смотреть, там, известных людей, каких-то политических деятелей, там, да, так сказать, и меня это все время поражало. Индира Ганди, например, да, так сказать, какие-нибудь там политические, Абдальгам Аль-Насер, да, так сказать, ну, какие-то политические деятели, да, и их фотографии, и немножко рассказы про них, про разные страны, там, это все в «Огоньке» было. Потом у нас был журнал «Вокруг света», тоже очень древний журнал, еще и дореволюционные
подшивки были, да, и все это мне показывали. Еще я любил рисовать на этих картинах, да, так сказать, и мне бабушка потом говорила, как она, значит, восхищалась тем, что я вот так живо интересовался всем этим. Ну вот, живя где-то очень далеко, в лесу практически, да, так сказать, и тут видишь такие красочные журналы, особенно «Огонек», это очень восхищает. А дедушка меня водил по лесам вокруг, да, так сказать, по лугам и лесам, и рассказывал очень удивительные истории про животных, растения, которые есть, да, например, он показывает на белую трясогузку и говорит, вот ее имя Мотосилла альба по-латински, да, так сказать, береза, да, бетуля пендула, да, и все названия, почему они называются так по-латински, почему Линней их назвал, Карл Линней, классификатор, да, так сказать, знаменитый ученый, назвал их и давал такие сдвоенные латинские имена. И, естественно, это очень человека радует, интересно же, да, так сказать, почему это так и прочее, да, так сказать. И дедушка очень много знал про все это, да, он был такой активист, любитель много ходить вокруг, значит, по лесам и по озерам, по полям, да, так сказать, рассказывать все это. И особенно мне было интересно, как он рассказывал истории, да, так сказать, древнегреческие легенды, эпосы, да, на этом все основывалось. Особенно он любил Илиаду Гомера. Да? И это же настолько невероятно красивая и интересная история, да, так сказать. И вот он называется «Менина Део, Тео, Пилео Део, Акилеос», да? Абсолютно полный гнева, да, о богине, сын Пелея, Ахиллес. Да, вот самое знаменитое начало в западной литературе, да вообще в мировой литературе, да, которая вот восхищает человека, это на Койне, на древнегреческом, да, и вот дедушка же учил древнегреческий, поэтому у него была феноменальная память, он мог всю Илиаду Гомера прочитать на древнегреческом. И это меня восхищало. Как человек может... И он мне очень просто рассказал. Там все делится на 9 кругов. Да, так сказать. Вся история, она повторяется на самом-то деле. Да, так сказать. И она имеет очень правильную геометрическую форму. И поэтому его очень легко запомнить. Вот он мне рассказывает такие вещи. Потом он много стихов говорил, да, так сказать, особенно вот мне запомнилось, да, так сказать, стихи. Я потом нигде не видел, да, так сказать, какого-то Алексея Кольцова, он говорит, был такой купец. Да, и его стихи были популярны. И дети протогимназии или где-нибудь, да, так сказать, они в школе, да, при церковно-приходской обычно учили эти стихи. И вот, например, один стих. «Что ты спишь, мужичок, ведь весна на дворе, ведь вороны давно исклевали зерно, а соседи твои работают давно». Да? Посмотри, на гумне ни стога, на закромах ни зерна. Вот, и очень длинная, интересная история, да, так сказать, про человека, ну, про нашего человека, да, так сказать, которому на самом-то деле все есть, он должен просто выйти, да, так сказать, проснуться и начать все это. А когда обращаешься к Илиаде Гомера, там есть очень много интересных моментов, да, так сказать. Вот Гомер говорит там очень такие вещи, да. Самое слабое существо в мире — это человек. Это правда ведь. Да, самое слабое. И одновременно нет ничего, никакой радости у человека больше, чем война. Ой. Да, и говорит оно, никогда человек не устанет, да, так сказать, он устанет больше от песен, от танцев и прочее, да, так сказать, но война — это та часть, которая вместе с ним. То есть на самом-то деле философия, да, так сказать, в этой гомеровском произведении, она невероятно глубокая, она доходит до глубины человеческих моментов, да, так сказать, и если прочитать его, да, так сказать, там есть очень много всего. Как вот долго троянская тема длилась, да, Кае, Элиасту, Илиады, Кае. Ну, вот очень такие интересные моменты, да, то есть и падет, да, так сказать, Троя, в конце концов. Это говорит о том, что история, да, так сказать, мы ее не можем избежать, она вместе с нами, она постоянно идет, да, так сказать, и настолько это легендарно и интересно, да, так сказать, в этом плане. Простите, что я вас перебиваю. У нас есть на прямой связи звонок. Это ваша одноклассница Наталья Чебаева. И я буду рада, если Наталья присоединится к нашему разговору. Наталья, здравствуйте. Я буду рада, если Наталья присоединится к нашему разговору. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте.
Спасибо, что вы нашли время и присоединились к нашему эфиру. Я сижу и наслаждаюсь, смотрю и слушаю Василия Климовича, как он интересно обо всем рассказывает, какая у него память великолепная. Он еще и несколько языков знает. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы познакомились и каким он был учеником, раз вы учились вместе в Сунтарской школе, да? Эльгейской школе. Сунтарский район, да? Мы с Василием проучились всего 2 года. Это был биологический класс в селе Эльгяй Сунтарского улуса. И 9-10 класс мы с Васей проучились вместе. Я сидела на парте впереди него. И очень рада видеть Василия. Дело в том, что в классе нас было 23 человека и всего 5 мальчиков. Ничего себе. Среди них был Вася Павлов. Мне было так интересно в нашем классе, да, в такой маленькой деревне учится такой совершенно уникальный мальчик, который отличался от нас всех. Чем он отличался? У него были знания колоссальные, да, это вот чувствовалось, а на самом деле он сам был очень скромный, да, и нам, 9-10-классникам, он каждую неделю рассказывал, раньше это называлось политинформация, и рассказывал такие вещи, о которых мы даже в жизни никогда не слышали, да. Это было где-то 10-15 минут, и весь класс мы сидели, открыв рты, и слушали, и внимали. Это вот я пронесла на всю жизнь, да. И нашей гордости не было предела, когда он после окончания вот маленькой школы, да, совершенно без никаких знакомств, без ничего поехал и поступил в МГУ. Представляете, что это было в советское время? И когда он учился в МГУ, мы слышали, что он сделал какое-то открытие, да, что ректор подарил ему часы. Представляете? И потом у него была своя лаборатория, там где только не было, да, в Америке, там где-то еще. Так что мы, одноклассники Василия, очень гордимся им. И даже когда он учился в школе, да, мы знали, что он переписывается, журналы разные научные выписывает, да, читает их. И переписывался даже с Новосибирским каким-то университетом, да? Раньше это было такое. И у меня такой вопрос будет Василию. Обладая вот такими широкими, вообще такими уникальными знаниями и таким опытом, почему он не работает в высшей школе, допустим, в нашем университете, в институте естественных наук. Ему надо свои знания, свои вот эти уникальные, свои какие-то передавать молодежи. Это мое убеждение. Наталья, большое вам спасибо за такой интересный рассказ. Василий Климович и сегодня такой же интересный, и также все рассказывает увлекательно. Спасибо. И сейчас, наверное, ответите на вопросы, да, немножечко. Спасибо, Наташа. Действительно, я вот давно имею хорошие связи с Якутским государственным университетом. Когда я был школьником, я получал приглашение и даже специальное письмо такое несколько раз, чтобы я поступил без всяких экзаменов в этот наш университет, да, так сказать.
И как только вот я приехал из моего длинного заграничного турне, как говорится, да, так сказать, очень много лет был за границей, учился, работал, я как раз стал работать в нашем государственном университете. Я был доцентом, и сейчас я вот продолжаю, например, работать с АГИКИ, допустим, да, так сказать, здесь есть много разных возможностей, которые я как раз и осуществляю в нашем месте университета. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, и буквально через короткие 5 минут, дорогие слушатели и зрители, мы вернемся и продолжим слушать уникального Василия Климовича Павлова. Оставайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем. Сегодня в нашей студии уникальный человек, ректор Малой академии наук Республики Саха-Якутия Василий Павлов. Василий Климович, я очень рада, что вы сегодня с нами. В первом блоке позвонила ваша одноклассница, которая так тепло вас вспоминает добрым словом всю свою жизнь, потому что, наверное, вы тоже ей открыли целый мир, как вы его открываете ежедневно для ваших учеников. И этот мир вам когда-то открыл ваш дедушка, ваша бабушка, уникальные тоже люди, да, которых вы воспитывались. Дедушка у вас цитировал в подлиннике Гомера, да, он знал несколько языков, у него была феноменальная память, и он это вам передал по наследству. Да. Вы тоже знаете 5 языков, говорите свободно на них, и тоже цитируете, вот в первом блоке вы процитировали подлинник. Я готова аплодировать, и это, конечно, уникально. Да, и скажу, что на самом-то деле вот образование, да, особенно российское, еще до революции, да, оно было знаменито тем, что оно обладало невероятным богатством, гуманитарным содержанием, да, и люди умели говорить и писать на разных языках. Тогда было такое очень фокусированное как раз воспитание интересное, да, так сказать. Особенно вот можем вспомнить, да, таких великих людей, как Михаил Михайлович Спиранский, который тоже крестьянский сын, откуда-то из глубинки, да, так сказать, приехал, и он был настолько потрясающим, какой у него был замечательный французский язык. Он даже вот Наполеон, да, так сказать, встретившись с ним в Тильзите, говорил, да, так сказать, вот нету таких людей, да, уникальных. Вот действительно русские люди могут показать такие абсолютно феноменальные способности, которые вот были как раз. Как раз Наталья тоже, вот она отметила, да, она сказала, что вот из деревни, да, из маленькой деревни вы проделали такой путь, вы поступили в Московский государственный университет, и вы даже учились во Франции. И как вы смогли вот так вот перестроиться, менталитет же другой больших городов, да, нежели в деревне, и не свернуть с этого пути, например, там не расстроиться по каким-то, может быть, мелочам, да, а продолжить свой путь, и до сих пор вы его продолжаете. Да. Ну вот поступление в МГУ — это очень интересная история, когда, значит, я должен был поступить в 1 класс. Да, так сказать, перед 1 сентября мы копали картошку, что-то, вот, как говорится, молодую картошку в огороде с дедушкой, да, так сказать, и вдруг дедушка остановился и спрашивает у меня такую, очень интересно, да, так сказать, говорит, Василий Климович, он всегда обращался ко мне, Василий Климович, и говорит, вот завтра вы поступаете, большое событие, да, в школу, после школы, через 10 лет, что вы собираетесь делать? И я так задумался и сказал, ну, я хочу изучать природу, там, мне так интересно все это, и он говорит, тогда вы хотите стать ученым, да? Он всегда на «вы» ко мне обращался и говорит и по-русски, кстати. И он говорит, тогда, говорит, в этой стране, нашей стране единственное место, он так сказал, единственное место, которое вот очень оптимально для научного человека как раз предназначено обучение, это Московский государственный университет. И он достает из кармана, он уже подготовился, видимо, открытку с Московским государственным университетом и мне дает. Говорит, вот, пожалуйста, да, так сказать, готовься. Я спрашиваю, а как? И он говорит, надо же вот быть всегда отличником, надо самые лучшие оценки иметь и попытаться найти возможность туда поступить. Как ты это сделаешь? Он меня спрашивает. И я вот начал задумываться над этим вопросом, и после этого я стал везде искать, да, так сказать, где это написано. Сидел в библиотеке долго, да, так сказать, как найти. И вдруг обнаружил, да, в журнале «Наука и жизнь» маленькое объявление, что можно подписаться в так называемую корреспондентскую школу. Называется школа, заочная физико-математическая школа, заочная биологическая школа, заочная химическая школа. Я на все школы подписался и каждый раз занимался, как раз отвечал на вопросы, все время на переписке, значит, с этим университетом Московским государственным. И что они делали? Каждый раз мне приглашали летом, например, какое-то время пройти у них
особое обучение. Это вам сколько лет было? Я вот 5-й, 6-й класс, 7-й класс. Такой маленький да. ребенок и сам и уже вот переписывался. Переписывался, туда ездил иногда один всего сам, да, так сказать. И что самое замечательное, встретился с удивительными людьми, которые до сих пор есть, работают, да, в Московском госуниверситете. Был такой Гельфанд Израиль Моисеевич, да, так сказать, академик. Он меня заметил, и я ему очень понравился. Он давал мне возможность в своей лаборатории в Институте проблем передачи информации работать в лаборатории нейрофизиологических исследований. Я там вот занимался тем, что изучал мышцы, как вот передается электрический сигнал через нервные клетки и прочее. Это вот очень интересно было. А я такой маленький, и он меня очень любил, вот этот знаменитый академик, да, так сказать. И еще брал на разные интересные свои семинары, где я видел, как он разговаривает на разные интересные научные темы. На самом-то деле он был математиком, но его интересы распространялись на абсолютно разные области. И потом очень легко я поступил в Московский государственный университет, потому что рядом были друзья, ребята, с которыми мы вместе проводили время, мы вместе занимались наукой и прочее. У нас есть фотографии, вы предоставили фотографии из вашего семейного архива, вот как раз-таки время, где вы были студентом, это очень интересно. И я попрошу наших режиссеров показать такие фотографии хорошие, прям хочется их рассматривать, смотреть, и такое время видно, что для вас оно было счастливым. Вот абсолютно, фотография, где вы во Франции, да, еще обучаетесь. Очень интересно. И это как раз в Версале, да, так сказать. У меня вот друг, его отец был очень знаменитым человеком, директором Версальского музея, и вот как раз часто посещали абсолютно сами, да, так сказать, никаких других людей, да, так сказать, и мы этот огромный музей посещали, это было замечательно. Но в основном я учился-то в Англии, да, так сказать, это уже в аспирантуре был в Англии, в нескольких университетах, был и в Кембридже, Лидском университете, Йоркском университете, Шеффильдском университете, много университетов, постдокторантуру делал, в Испании тоже работал, да, так сказать, в других местах, ездил даже в Новую Зеландию, Австралию, ездил в Соединенные Штаты по разным грантам, да, так сказать, ну, то есть у меня такая большая история такой научно-исследовательской деятельности. Мир посмотрели. Вот Наталья говорила, что вы везде практически создавали свои лаборатории. Да, это вот такой момент интересный, потому что даже сейчас вот все время приходят какие-то журналы, значит, и есть так называемые references, да, так сказать, то есть ссылки на мои научные исследования, да, так сказать, и разные исследователи их до сих пор используют. Это вот очень интересно в этом плане. То есть какие-то вещи, которые вы уже сделали еще в прошлом веке, получается, да, 80-е, 90-е годы, до сих пор они публикуются, и люди их используют в качестве ссылок, да, для своих научных исследований и работ. Но в этом плане интересно, да, так сказать, почему вот каждый раз я в любой стране чувствовал себя очень комфортно. Потому что на самом-то деле я вырос среди вот как раз всех вот литературных памятников и прочее, да, очень много книг было иностранных, очень много книг там по древнегреческой истории, литературе, да, так сказать, и это мне помогло оказаться абсолютно в струе, да, так сказать, всех тех, вот потому что ребята, которые вместе с нами учились, со мной учились, да, так сказать, это ребята, которые тоже получили классическое образование. И у меня где-то вот каким-то боком тоже вот оказалось такое классическое фундаментальное образование, и я мог с ними общаться на одном и том же, да, так сказать, и постоянно делать какие-то и аллюзии, какие-то там сравнения и прочее, да, так сказать, с теми классическими примерами, которые очень часто возникают. И это очень правильно, потому что вы так на самом-то деле являетесь частью большого мирового сообщества людей, которые возникли на основе тех древних преданий, исследований и прочее, которые были в Древней Греции, где-то еще, да, так сказать, на истории Древнего Рима, да, так сказать, и это очень важно. Тогда, может быть, как некий такой совет родителям, которые ребенка своего отпускают сразу после школы, кто-то уезжает же после 9 класса в какой-то другой город, в другую страну, это нужно готовить к этому отъезду в детстве, да? Да, абсолютно. Очень абсолютно. много читать, заинтересовывать ребенка, да, верно. потому что, наверное, художественная литература, она хороша тем, что после ее прочтения остаются образы, остаются истории, да, это как будто бы у тебя есть разные варианты, как и где себя вести, потому что ведь есть такие ситуации, когда ребенок хорошо подготовлен в плане там обучения, да, но психологически ему сложно, когда он оказывается в другом городе, и он очень быстро возвращается обратно домой, хотя его судьба могла сложиться
совершенно другим образом. Если вы культурно уже знаете, что там, да, так сказать, вам легче адаптироваться, и это очень важно. Но я очень благодарен тем, что и предки интересные были, да, так сказать. Вот у меня, Ваши например, предки из Угрюм реки даже, да, там есть упоминание их. Да, у меня есть вот и родственники, предки, да, из это романа. Громовы, люди, которые вышли из Вятки, Вятичи называется, да, такой народ. Они всегда были связаны с рекой, да, так сказать. Вот как только они были здесь, значит, уже в Якутии сосланы в свое время, да, так сказать, они смогли создать целую такую речную торговлю, да, Лены, до реки Лены. Они создали свою базу в Витиме, еще база, значит, в Алекме, местах, которые называются Вленские и прочее, да, так сказать. И это очень интересно, потому что таким образом они смогли, например, оказаться в очень интересное время в золотой, значит, в этой лихорадке, которая произошла с Бодойбо, потому что открыватели первых вот этих приисков на самом-то деле были Громовы. Они создали большую такую громовские эти прииски. Их было очень много, на самом-то деле 647, что ли, где-то вот так. Но для того, чтобы неожиданно и быстро в течение 10 лет расширить свою, значит, империю, они как раз обратились к внешним финансовым источникам, да, это Гинзбурги и Ефроси из Одессы, да, это богатые еврейские финансисты, да, и также английские люди. Поэтому получается, что это огромное количество денег, да, было вложено для развития бодойбинских приисков, которые потом в Алдане и прочее, и в этом активное участие принимали наши вот мои родственники, да, так сказать, как раз и Поповы, Громовы, еще есть там очень интересные Базановы, Трапезниковы, да, так сказать, вот эта вся большая группа, значит, очень близких людей, которые долго жили в Якутии, да, активно занимались и торговлей. Потом еще мои по отцу родственники тоже принимали участие, Павловы, да, так сказать, то есть все вот по этой купеческой линии. Это снабжение там продуктами, да, новых интересных вот этих индустрий, которые возникли в Якутии. В то время Якутия на самом-то деле после того, как была создана и железная дорога, да, так сказать, новые пути, она оказалась где-то в отдалении. И только благодаря как раз громовским возможностям, да, так сказать, они смогли расширить возможности Якутии, как раз создать вот эти золотоносные районы и прочее. И это замечательно. Вот вы исследователь, потому что вы так хорошо знаете вот свой род, своих предков. Вот еще мы за кадром говорили, дорогу построил один из ваших предков. Да, один из моих предков, да, так сказать, как раз вот предки мои по линии матери Поповы, да, они приехали сюда, в Якутию, еще в 1721 году из города, который называется Великий Устюг. Это Вологодчина. И они были миссионерами, да, так сказать, первые. Вот они создали и храмы тут построили, да, так сказать, и имели так много детей, и они все пошли, многие пошли по теме, значит, церковной, да, так сказать, они стали попами, и они везде были, да, среди наших родственников даже есть один святой человек, да, так сказать, Вениамин, святитель, да, тоже, то есть это вот очень интересно в этом плане, и я сам вырос, да, так сказать, прямо здесь, у нас вот на площади Марата есть старая церковь, да, так сказать, я все детство провел в специальном хранилище, да, где хранились церковные книги, да, читая их, изучая и прочее. А когда вы это все успевали? Ну, и в детстве очень помогали мои родственники, которые работали здесь, в нашей национальной библиотеке, Пушкинке, да, так сказать, они были как раз смотрителями так называемых секретных архивов, фондов, да, так сказать, и я там постоянно обитал, каждое лето. У нас еще есть фотографии ваши со школьных лет. Я тоже режиссера попрошу показать, чтобы мы все фотографии успели ваши посмотреть. Я думаю, это будет интересно. Вы говорите, 5 лет вы вели дневник, да? Но детям же хочется играть, а вы, получается, все время читали, все время изучали что-то. И как будто бы даже для детства нету времени, хотя на фотографиях видно, что вы там на сенокосе участвуете, помогали. Ой, очень много работал, да, и работали много. Да, когда это все можно успеть? Еще была такая идея, да, так сказать, чтобы немножко заработать
заработать, да, денег. И ходили там, помогали и прочее, да, чтобы заработать, чтобы подписаться в интересные журналы. Да, так сказать. Подписка журнала, она стоила недорого, но где-то нужно было собрать рублей 100-115, да, так сказать, чтобы иметь интересную подписки. Например, журнал «Квант», там, «Юный техник», «Юный натуралист», «Химия. Жизнь». Ну, в Советском Союзе было абсолютно замечательное количество таких журналов. Еще в «Мире науки» я был единственным человеком за Уралом, который подписывался в этот журнал «Мире науки», и мне писал Капица, который был редактором журнала, да, и поблагодарил, что вот журнал подписывается за Уралом. Такой, да, так сказать. На самом-то деле это был перевод американского журнала Scientific American. Да. Боже мой, как интересно. Конечно, нам не хватит эфирного времени, да, чтобы вот все вехи как-то отметить и вспомнить. У нас остается 4 минуты до конца эфира. Может быть, вы что-то хотите сказать, или я что-то не спросила? Да, на самом-то деле все это возможно, и, как говорится, мой путь доказывает, что человек из очень маленькой деревни, да, так сказать, может быть, там абсолютно где-то в конце Икумена, да, так сказать, может быть причастен, да, так сказать, тем событиям, которые происходят. И это особенно важно сейчас, когда наступает эпоха искусственного интеллекта, да, так сказать. Люди должны не бояться всех тех изменений, которые сейчас происходят, да, так сказать, а очень глубоко исследовать свою историю, культуру и прочее, то, что не может дать никакой искусственный интеллект вам, да, так сказать, а фактически знать то, что вас сделало людьми, да, так сказать, это то сообщество, в котором вы выросли, да, те люди, которые вас окружают, потому что все то, что они сделали, это великий подвиг, да, так сказать, великий подвиг жить здесь, в этой прекрасной земле, на благословенной Якутии, да, так сказать, и создавать там то, что делает нас людьми, да, так сказать, такую цивилизацию, нашу северную, циркумполярную, замечательную. Вы сейчас говорите о ваших предках, о вашей семье или и о учителях тоже ваших? Да, и учителях тоже, потому что я очень благодарен особенно Борису Николаевичу Андрееву, да, это был такой замечательный человек, мой родственник, кстати, он абсолютно как ребенок, да, так сказать, он был в возрасте человека, он создал музей в нашей деревне, да, так сказать, этот музей по 10 тысяч больше, значит, это чучело разных животных, да, так сказать, и я сам тоже занимался таксидермией вместе с ним, и он мне давал различные книги на английском языке, огромные, там, всю переписку, мы переписывались вместе с ним, например, там, Арнольдом, да, очень известным исследователем журавлей, да, в мире, который создал знаменитую ассоциацию исследователей журавлей мировую, да, так сказать, и мы там занимались всякими интересными исследовательскими вопросами, да, и переписку я вел, даже, как говорится, вел переписку на английском языке с этим знаменитым ученым, будучи школьником. И сегодня вы сам передаете знания свои, у вас есть ученики. Да. Я попрошу еще очень красивую фотографию вашу показать, где вы стоите в окружении ваших учеников, которым вы передаете свои знания. А что самое главное, чему вы их учите? Самое главное, это надо учить тому, как учиться, да, так сказать, это самое важное, что находить, где и как, да, так сказать, как расширять свои возможности. Вот этим летом мы были приглашены в Нобелевский лагерь, да, и наши дети показали абсолютно феноменальные свои, значит, и познания, да, и опыт, и работу. И я очень благодарен, что мы окружены такими замечательными детьми. Спасибо вам большое. Я прям очень завидую вашим ученикам. Это большая удача и большое счастье вот такого учителя, как вы, знать. Спасибо вам огромное за то, что вы поделились своими семейными историями, приоткрыли вот нам завесу, ваши семейные архивные фотографии мы увидели. А слушатели и зрители, я благодарю за внимание. Всем желаю хорошего вечера.